causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga. Now we have come to this supreme, transcendental, pure, holy place, Chauma. Без причины милости Шри Гауранги, сейчас мы прибыли с вами в это чистое, трансцендентное духовное место Чаума. Comes from the Charbu, 4 faces. Это производное от Чарбу, 4 лица. Because when Lord Brahma was praying to see Krishna here, Потому что когда Господь Брахма возносил здесь молитвы Шри the Кришны, cowherd boys, they were looking, where is Krishna, where is Krishna? то мальчики послушания начали искать Кришну, где Кришна, где Кришна. And then they saw in the distance, oh, there he is. И потом на расстоянии они увидели, где он And находится. they saw a very big golden demigod with 4 heads. И тогда они увидели огромного полубога с 4 головами. And the boys were saying, Chauma, Chauma, 4 faces, 4 faces. Мальчики говорили, Чаума, Чаума, 4 лица. So this village is called Chauma. Эта деревня, она называется Чаума. Brahmaji flew away. Брахма же улетел во своясь. The little boys came to Krishna, hey, what are you doing? Мальчики подошли к Шри Кришне. Who was that person with 4 heads? Кто этот человек был с 4 What was he головами? saying? Что он тебе Blah, говорил? blah, 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 blah. And Krishna began to laugh. Кришна начал смеяться. So this place is called Chauma. Поэтому это место называется Чаума. The history of this place has been described most beautifully by our Shukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapters 13 and 14. Эта лила, она была очень красиво описана нашим Шукадевой Госвами в Шримад Бхагаватам в 10 песне, 13 и 14 главах. You know that when Krishna liberated Aghasur, Может быть, вы знаете, что когда Кришна дал освобождение Агасуре, then the soul of Aghasur was going past all the higher planets то тогда душа on Агасура, its way to Vaikuntha. она пересекла все планетарные системы, дойдя до Вайкунтхи. All the demigods were celebrating. Все полубоги праздновали. And that soul went past Brahmalok. Эта душа, она прошла мимо Брахмалоки. And Brahma said, oh, what happened? Брахма же думал, что случилось? Everyone is celebrating. Все празднуют. I will go there. Я туда отправлюсь. So Lord Brahma, on his swan carrier, he flew down to earth, И Господь Брахма на своем лебеде слетел на землю, where the Devatas were showering flowers on Krishna because he had liberated Aghasur. Деваты в это время, они осыпали Шри Кришну лепесточками, поскольку он дал освобождение Агасуре. So then Brahmaji, he thought, I want to see more interesting pastimes. Когда Брахмаджи подумал, я бы хотел увидеть еще больше интересных лил. Sometimes it is told that Brahma had a doubt that Krishna was God. Временами говорится, что Брахмаджи, он сомневался в том, является ли Кришна Богом или But нет. Brahmaji is our Adi Guru. Но Брахмаджи является нашим Ади-гуру, изначальным учителем. Prayed with all the demigods on the shore of the ocean of milk for Krishna to appear. И он молился наряду с остальными полубогами на берегу океана Молочного о том, чтобы Кришна явился. So, we should not think that Brahma, he has a doubt that Krishna is God. Нам не следует думать таким образом, что Брахмаджи сомневался, является ли Кришна Богом или нет. But rather, Krishna had a particular desire to perform certain pastimes. Но скорее у Кришны у него было определенное желание к совершению игр. So to fulfill that desire, Yogamaya arranges a desire to fulfill those desires. See, Yogamaya attracted Brahma into the Leela. И для того, чтобы исполнить это желание, Йога-майя, она привлекла Господа Брахмаджи в Лилу. And bewildered him, not in the sense that he did not know that Krishna was Bhagavan. И сбила его с толку, но не таким образом, что он не отдавал себе отчет о том, что Кришна является Бхагаваном. But bewildered him into the sense of forgetting some very essential tattva of bhakti. Но сбила его с толку в отношении того, что он забыл одну из важных, самых фундаментальных татв бхакти. See, Krishna's pastimes are nitya, eternal.
Юноши Кришна, они нити, вечные. They are Swaprakash, self-manifest. Они свапракаш, They самопроявленные. are Ananta, unlimited. Также они ананты, безграничные. And no one can see, no one can experience the divine Leela of Krishna by his own power and effort. И никто с точки зрения своих собственных усилий по своему желанию не способен ни увидеть, ни испытать эту лилу Кришны. Atakshi Krishna Namadi Nabhavat Grayamindriyai Sevan Mukhi Jivado Swayameva Spuraktadaha. When we become Sevan attentive to service, then Krishna's name, form, qualities and pastimes, they manifest themselves. There is no other way of realizing them. Когда мы становимся севу, это означает, когда мы становимся однонаправленными в своем служении, то постепенно имя Кришна, его форма, качество, спутники, все это начинает проявляться само по себе. Никакими техническими приемами вы этого достичь не можете. See, Krishna has all rights reserved. Уже Кришна является полным обладателем всех прав. Those can realize to whom he reveals Те himself. могут осознать, кому он сам захочет себя явить. Tasyai satma vivrinute tanum swam. So, Brahma's mistake, it was not really his fault. He was attracted by Yogamaya to illustrate this point that you cannot see pastimes of Krishna by your empirical, experimental approach. Ошибка Брахмы в действительности не являлась его ошибкой, но скорее он был сбит йога-майей, иллюзорной энергией Господа для того, чтобы показать, что своим собственным экспериментальным, своим собственным эмпирическим образом вы не можете прорваться в лилу Кришны. See, Krishna was sitting on the bank of Jamuna having a picnic with his friends. Шри Кришна заседал со своими друзьями, мальчиками-пастушками, вкушая пикник на берегу Ямуны. So, while they were laughing, joking and eating together, the calves they were taking care of, because he was only 5 years old, so no cows, only calves. They wandered away. И пока Шри Кришна смеялся со своими друзьями-пастушками, кушал пикник, развлекался. So that is when Brahmaji initiated his experiment. То в это самое время маленькие телята, которых они пасли, потому что им еще Кришне было только 5 лет, ему еще не доверяли больших коров. If I'll steal the calves, then what will happen? У него были только маленькие телята, и эти телята не начали разбредаться по мере того, как... So when the boys noticed that the calves had wandered off, Krishna said, "Oh, don't worry, you wait here, I'll just bring them." И Брахмаджи подумал, что это мой эксперимент, благодаря которому я могу проверить, Кришна является Богом или нет. Krishna got up. И когда телята... He had some rice and fruit and yogurt in his left hand. Когда телята разбрелись, то Кришна отправился за ними. Когда все телята разбрелись, то Кришна сказал мальчикам-пастушкам, он сказал: вы оставайтесь на месте, я сейчас пойду и сам всех приведу обратно. So everyone knows, prasadam time you have to tuck the left hand here and only eat with the right hand. But Krishna and the cowboys, like monkeys, they're eating both. И поскольку Кришне было только 5 лет, поскольку он был маленьким мальчиком, то он, почитая пикник, он унес с собой йогурт и рис, и что-то там еще у него было в ладошке, в левой руке. И все знают, что согласно этикету ведической культуры, никто, это просто не культурно ходить с едой в левой руке. Но поскольку Кришна был таким маленьким, он это не знал. Это еда, мы прям сваливали. So Krishna got up and went to look for the calves, and then Brahma thought, oh, now if I'll steal all the boys also, what will happen? И тогда, когда Кришна ушел на поиски маленьких телят, Брахмаджи подумал, что замечательная возможность для меня, что Кришна будет делать, если я украду всех телят. So by his mystic power, he put them all sleeping in one cave. И своей мистической силой он украл всех мальчиков и телят и засунул их в одну Then пещеру и усыпил. he returned to Brahmalok. После этого он вернулся на Брахмалок. So when he got to Brahmalok, then the door of his palace was closed. И когда он вернулся на Брахмалок, то он увидел, что двери у него этот закрыт, его дворец. And so he was knocking. Он начал стучаться. The doorman came, opened the door, he said, "Get out of here, otherwise I'll beat you." Предводитель открыл дверь и сказал: ну-ка убирайся отсюда, иначе я тебя побью. And shut the door in his face. И закрыл дверь перед его носом прямо. Brahmaji said, "Oh, what happened?" Брахмаджи подумал: это что за дела такие? See, Krishna had expanded himself and took the form of Lord Brahma, sat on his throne and told the gods,
an imposter will come here pretending to be me. Don't let him in. Сам Шри Кришна, он принял облик Господа Брахмы, вернулся на Брахму-локу и сказал привратникам: придет самозванец, назовется Брахмой, не пускайте его. So in the meantime, down on earth, Krishna was looking for the calves. He could not find them. So he came back to find the friends and he could not find them either. И в это же самое время маленький Кришна, находясь в Враджи, он начал разыскивать повсюду своих телят, своих мальчиков-пастушков, и его попытки не увенчались успехом, ему просто пришлось вернуться обратно. So then Krishna, he became afraid. Тогда Кришна испугался. So Yogamaya was even covering Krishna. Даже Йога-майя покрыла Кришну. Why? Почему? He was thinking, if I go home without my friends, then what will happen? Потому что Кришна испугался, если я сейчас отправлюсь домой без моих друзей, что If I go home without the calves, what will my mother say? если без телят вернусь домой, что мама скажет? Therefore, to hide this problem from his mother and others, Krishna expanded himself and became all of the calves and all of the boys. Поэтому для того, чтобы избежать этих неудобных вопросов, Шри Кришна распространил себя во множество форм мальчиков и телят. They all had different features. У всех у них были свои присущие им уникальные черты. Each boy had a different complexion, different clothing, different ornaments. Цвет тела, одежда, украшения. Krishna exactly replicated each and every boy with all of their characteristics and each and every calf. Кришна сотворил точные дубликаты, точные копии всех этих украшений, одежд мальчиков. And then, surrounded by himself in so many forms, he went back to the village, hoping that no one would notice. И так, окруженный самим собой, размноженным во многих формах, Шри Кришна вернулся в деревню, надеясь на то, что никто ничего не Krishna himself came into the arms of each mother who welcomed him. Кришна пришел на колени каждой из мам, которая дожидалась своего сына дома. And each calf went to his mother also, to the cow, and drank their milk. И каждый теленок пошел к своей маме корове и пил ее грудное молоко. So in Braja, all the mothers they think, oh, I wish Krishna were my son, I would feed him my breast milk. В Браджу все мамы мечтали о том, чтобы они могли когда-либо выступить в роли матерей Кришны и когда-либо накормить его своим грудным молоком. The cows think, oh, I give my milk, and this is turned into yogurt and butter that is taken by Krishna, but I wish I could feed him directly. Коровы тоже думали, мы даем так много молока, которое всегда перерабатывается, из него делают йогурт, и масло, но нам никогда не удается покормить Кришну непосредственно. So to fulfill this desire, see Krishna wanted to fulfill their desire, so Yogamaya attracted Brahma and he became an instrument for manifesting this pastime. И дабы исполнить это желание Шри Кришны, Йога-майя привлекла во Врадж Господа Брахму, который украл всех мальчиков и телят, для того, чтобы это желание было исполнено. So every day for almost 1 year, the Krishna, every morning, he would wake up in the form of his friends and come, oh Krishna, let's go and play, and call for himself, and then together with himself in many forms, he would go out and graze the calves, which were himself, every day and come back. So he was keeping this drama going on every day. И каждый день, в течение каждого дня Шри Кришна разыгрывал такой спектакль. Практически год прошел, и Шри Кришна каждое утро просыпался во всех распространенных ими формах мальчиков, приходил сам к себе домой, будил: «Эй, Кришна, вставай, пойдем пасти коров», забирал всю толпу мальчиков-пастушков, выходил на пастбище, пас там самого же себя, размноженного в облике телят, и возвращался домой. So when 1 year was over, he was out in the forest taking the calves to graze. Когда год завершился, Шри Кришна по привычке взял телят и мальчиков-пастушков на пастбище. And Lord Brahma, he'd only been for a moment in Brahmalok, but a year had passed. He immediately came down to earth because he was now locked out of his Brahmalok. И Господь Брахма, несмотря на то, что уже год прошел, но Брамаджа, он успел только добраться до Брахма-локи, успеть наткнуться на привратника, который дал ему отворот-поворот, и вернуться обратно. И несмотря на то, что на земле прошел год, для Брамаджа это было лишь одно мгновение. И So вот when в этот день он Brahmaji came flying in on his swan carrier, пролетая на своем камсе, на своем he беге. looked and saw Krishna and the friends and cows playing exactly as they were 1 year before. И вдруг он обнаружил, что Шри Кришна, окруженный мальчиками, пастушками и телятами, играет точно так же, как он играл год назад. He thought, what happened? I had taken the boys and put them in a cave.
Как это произошло? Я же украл мальчиков, я же засунул всех телят и мальчиков в пещеру. So then he looked in the cave, Тогда он взглянул на пещеру. and there he saw the boys and cows И там он увидел спящих sleeping. телят и мальчиков-пастушков. So then he came back on the bank of Jamuna and saw the boys and the cows were there. После этого он вернулся на берег Ямуны и узрел там мальчиков-пастушков и телят. He thought, what is Krishna doing? Подумал, что Кришна такое мучит. Is it that when they go to the cave, he puts the boys there, and then when they come on Jamuna, then he puts them there? Неужели он так быстро успевает перемещать всех мальчиков-пастушков и всех телят, пока я успел метнуться туда и вернуться обратно? So Brahmaji thought he would catch Krishna out. Брамаджи подумал, сейчас я его поймаю. So with two heads he looked in the cave, and two heads he looked on the bank of Jamuna. Двумя головами он посмотрел по направлению к пещерам и двумя головами по направлению к мальчикам-пастушкам и Кришне. And he saw, apparently, the same boys and cows were there, and the same boys and cows were there. И он увидел, очевидно, в этом не могло быть никаких сомнений. Те же мальчики-пастушки, которые спали у него в пещере вместе с телятами, играли на берегу Ямуны вместе с Кришной сейчас. So now Brahmaji was very confused. Брамаджи просто был сбит с толку. As he was looking at Krishna and the boys, По мере того, как он смотрел на he шею noticed мальчиков, он that заметил, there and then before his eyes, each one of the boys began to get bigger and bigger. что вдруг, внезапно, все мальчики и пастушки и телята начали And became расти в размерах charm complexion. и приобрели темный цвет тела. And manifested four arms with the club, conch, lotus and chakra. И проявили четырехрукую форму с булавой, с раковиной, с цветком лотоса и с чакрой. These were not forms like the residents of Vaikuntha, because each and every form had the Kaustuba money and the mark of Srivats. Это не была форма Господа, подобно тому, какая есть на Вайкунтхе, потому что каждый из этих обликов был наделен Шривацей и Каустубамани. That means that each and every calf and each and every boy had not become a four-armed Vaikuntha form, but each one was a form of Lord Narayan himself. Это означает, что каждый из мальчиков-пастушков, каждый из телят, они не приобрели облик Господа Нараяна, что они не стали экспансией Господа Нараяна, что сами они являлись изначальным Господом Нараяной, все эти And формы. Brahmaji saw that each form was surrounded by millions of devatas. И Брамаджи увидел, как каждую из этих форм Господа Нараяна окружают миллионы деватов. He saw thousands of Shivas, Indras, Chandras, Suryas. Он увидел тысячи Индр, Чандр, Сури, He Ши, even saw thousands of Brahmas. даже тысячи Брахма увидел. But he has 4 heads. He saw Brahmas with 8 heads, with 16 heads, with 32 heads, with 64 heads. Но самого у него было 4 головы, но он увидел Брахму с 8 головами, с 16 головами. с He saw 32 Brahmas with головами. 1,000 heads and 10,000 heads and 100,000 heads. И у некоторых было сотни и тысячи голов. He felt very insignificant. Он почувствовал себя очень незначительным в этот момент. He saw that all living beings, from demigods down to human beings and animals and even small blades of grass, 8,400,000 species of life, were all dancing around each form and singing kirtan. Он увидел, что все 8 миллионов 400 тысяч жизней, начиная с полубогов, людей, животных, растений, даже все совершали киртан Кришны. Even blades of grass were dancing. Даже травинки танцевали киртан. He saw endless waves of opulence emanating from each form. Он увидел безграничные волны могущества, источаемые из каждой формы. It was so bright, more than millions of suns. Brahmaji could hardly look. Облики каждой из форм сияли более чем 1000 солнц. Брамаджи едва ли мог видеть. He could not move. Он не мог пошевелиться. He became stunned. Он замер на месте. In the presence of Krishna's opulence, Brahmaji looked like a child's doll made from clay in a village. В присутствии такого могущественного облика Шри Кришны Брамаджи смотрелся как глиняная статуя, детская игрушка. If a child will take some mud and make a doll, Если ребенок возьмет глину, Brahmaji looked like that in the presence of the opulences of вот это был Брамаджи в присутствии этого великолепного Brahmaji could hardly see. He could hardly even think. Брамаджи еле мог видеть, не то что видеть, он даже еле-еле мог думать. Only one thought came in his mind. Только одна мысль посетила его голову. Kim idam Ким и дам. means, Это означает, what is that? что это такое? And then Brahmaji fainted. И вдруг Брамаджи упал без сознания. He did not know for how long he was unconscious. Он не знал, сколько времени он так пролежал, потеряв чувства.
But then after some time, he rubbed his eyes. Но через некоторое время он начал протирать свои глаза. And with difficulty, he opened his eyes, and before him, he saw the beauty of Vrindavan. И с трудом он открыл свои глаза и вдруг увидел красоту Вриндавана. Yatanai sagadu vairaha sahasanri mrigadayaha mitrani vajita vasa dhruta ruttashanadikam. It was the verse that came in the heart also of Balabhadra Bhattacharya when he saw all the animals, the friendship of the animals in the Jharikanda. Это был стих, который пришел на ум Балабхадра Бхаттачарьи, когда он увидел, как в джунглях Джариканды все животные, они шли навстречу к Махапрабху и какими любовными взаимоотношениями они обменивались друг с другом. Brahmaji saw spread out before his eyes the beauty of Brajamanda, Брамаджи увидел распространяющуюся повсюду красоту Браджамандалы, where even the living entities, like snakes and mongoose, like deers and tiger, who have natural enmity to each other, they have love and affection for each other. где в том лесу, в котором противоестественным образом царит удивительная гармония между теми животными, которыми обычно враждебно настроены друг против друга, такие как олени и тигры, такие как змеи и мангусты, Where they are untouched by material hunger and thirst. где не существует материального голода и жажды. And there, in the sweetness of Vrindavan, he saw a little 5-year-old boy. И посреди этой сладости Вриндавана Брамаджи узрел маленького 5-летнего мальчика. He was carrying fruit and yogurt in his left hand, it was dripping through his fingers. В его левой руке лежали фрукты и йогурт сочился сквозь пальцы. And with a worried look on his face, he was wondering and calling, Sridham, Subal, Vasudham, where are you? И с этим спокойным выражением лица мальчик выкрикивал имена своих друзей. Шридам, Субал, Мадхумара. Vedanta Sutra says, Atato Brahma Jigyasa. Now one should search for the absolute truth. But in Vrindavan, the absolute truth is searching for his devotees. Веданта Сутра говорит, Атата Брахма Джигьяса, теперь настало время искать верховную абсолютную истину. Но во Вриндаване эта верховная абсолютная истина ищет своих друзей. When Brahmaji saw this, his heart was broken. Когда Брамаджи увидел эту картину, его сердце было разбито на части. He came down from his swan carrier Он сошел со своего and he лика gave Dandavat Pranam to this little boy. и предложил Дандават Пранам этому маленькому мальчику. He was crying from 8 eyes. Он рыдал из 8 своих глаз. His hairs were standing on end. Волоски на его теле He was стали. trembling in ecstasy. Он дрожал в экстазе. He remembers very well. Он помнит очень It was right here. Это было прямо здесь. And he gave pranam again and again and again. И он предлагал пранамы снова и снова и снова. And finally, he composed himself И наконец он собрался с чувствами and began to pray to Sri Krishna. и начал молиться Шри Кришне. That is called Brahma Stuti. И молитвы эти получили название Very Брамасти. important, chapter 14. Глава 14. All devotees. I will explain a little of Brahma Stuti, but you in your own time should read the whole chapter very carefully. Все преданные, я сейчас процитирую лишь несколько стихов, но в свое свободное время вы должны прочитать всю главу. This is the essence of all the Vedas. Потому что эти брамастуки являются сутью всех вед. Brahmaji said, Брамаджи сказал, No midyate bravapusita didambaraya Gunjavatangsa paripichala sanmukaya Vanyasraje kavala veta vishanavenu Lakshma sriye mridupate pashupangujaya. I bow down to you, who are the only object of worship for all living beings. я склоняюсь перед тобой, перед тем, кто является единственным объектом поклонения всех живых существ. Your complexion is like a fresh rain cloud, Цвет твоего тела подобен свежей грозовой туче. and you are wearing a golden cloth like a flash of lightning. На тебе надеты золотые одежды, которые подобны молнии, вспышке молнии. You are decorated with earrings made of gunja berries from the forest, Ты украшен сережками, ягодками гунджи-берри. not like Lord Narayan in Vaikuntha wearing priceless jewels.
decorated with berries. Не так, как Господь Нараяна, который носит на себе из драгоценных украшений камни, просто одет в ягод. You're not wearing a golden crown. You're wearing the tail feathers that you found in the forest. На тебе нет никакой короны, ты просто украшен птичьими перьями, которые ты нашел в лесу. You are not carrying a chakra and a club. У тебя нет ни чакры, ни булавы. You have a piece of bamboo. У тебя просто кусочек бамбука в руке. And it's tucked in your belt. И ты его еще затыкаешь за пояс себе. This is utility belt. Очень такой полезный. Because when Krishna is taking prasadam, then he puts his flute there, and he put his bugle there, and his stick also for controlling the cows, he sticks them all in the belt. Пояс Кришны это такое важное стратегическое место, такой склад своего рода. Он туда засовывает во время того, как принимает просад свою флейту, засовывает туда свой горн, которым созывает коров, и засовывает туда также свою палку, This которую... 5-year-old boy is fully equipped for taking care of calves. Таким образом, маленькие мальчики-пастушки могут быть полностью снабжены для того, чтобы заботиться о коровах. Who would think that the supreme controller needs a piece of wood to control the king? Кто мог подумать, что Верховной Личности Бога требуется палочка для того, чтобы погонять своих телят? Kavalavetra Vishannavenam. And in your left hand, you have some fruit and yogurt. Фрукты и йогурт. And you are standing before me with very small, soft lotus feet. И ты стоишь передо мной, и я созерцаю твои маленькие нежные лотосные стопы. As a Pashupangujaya, as the son of Pashupa, the cowherd man, Nanda Maharaj. Как Пашупангаджая, как сын Пашупа, того, кто является Нанда Махараджа. So, don't say that Krishna is son of the Vasudeva and Devaki. Lord Brahma is Adi Guru. He is giving the Praman Pashupangojaya. You are the son of a cowherder. Поэтому не надо говорить, что Шри Кришна является сыном Васудева и Деваки. Наш Ади Брахма, изначальный гуру, Господь Брамаджи, он предоставляет Браман. Он говорит, что ты сын Пашупы. Это означает, что ты сын пастуха. Brahmaji said, Брамаджи сказал, after doing this Rupa Kirtan, you know, this verse is the Rupa Kirtan, glorifying the sweetness of Krishna's form. После совершения этого Рупа Киртана, этот стих, нам идет He said, Jnani prayasam udapasya namanta eva jivanti sanmukaritam bhavadiyavatam stane stita sutikatam tanuvan manobe ye prayasa jitopitaistapilokyam. That person who gives up the attempt to know you, тот человек, который оставляет всякие попытки познать тебя, Jnana Prayas, Гьяна Праяс, and simply makes Harikatha their life and soul. и просто делает Харикатху своей жизнью и душой, They submit themselves to listening to your pastimes flowing from the lips of pure devotees. он полностью предает себя слушанию твоих игр из уст твоих чистых преданных. All the time, bowing down, paying their obeisances to those pastimes. Каждый раз склоняйся перед твоими играми, By body, mind and words. телом, умом, словами. Then even though you are Ajita, И даже несмотря на то, что Yei ты prayaso тебя Ajita, невозможно Jita завоевать, Udpyasitaistilokyam. You cannot be conquered by anyone in the three worlds. несмотря на то, что ты аджита, тебя никто не может завоевать во всех трех мирах, But you are conquered by that person а тебя завоевывает эта личность, who is bowing down again and again которая склоняется перед тобой снова to и your снова, Harikatha твоей Харикатхе, and everything connected with that. и всему тому, что находится в связи с ней. Those whose intense attachment for Harikatha is such, they bow down to the speaker of the Katha, they bow down to the listeners of the Katha, they bow down to the place where the Katha is taking place, they bow down to the cook who cooks the prasadam for those who are listening to the Katha. They bow down to the direction where the Katha is going on even. Those who have such honor, they can capture Krishna. That means they attain praying because Krishna is only captured, controlled by praying. И те слушающие, те личности, которые выражают почтение, предлагают свои поклоны тому, кто говорит Харикатху, тому, кто слушает Харикатху, тому месту, где проходит Харикатха. Также он предлагает пранамы той личности, которую приготовил прасад для тех, кто служит Харикатху. Также он выражает пранамы
также он предлагает пранамы лишь направлению, в котором эта харикатха происходит. Только такая личность может поймать в своем сердце лотосные стопы Шри Кришны. На что это указывает? На то, что такая личность, она достигла према. Потому что лишь премой вы можете контролировать. Sthane stita means stay where you are. Оставайтесь там, где вы есть. If you are brahmachari, you can be brahmachari. If you are grihastha, be grihastha. If you are sannyasi, be sannyasi. Wherever you are, no need to change anything. Какому бы вашему вы не принадлежали, не надо ничего менять. This hearing of Harikatha is independent Это слушание харикатхи of any external circumstances. нет каких внешних обстоятельств. Or sthane stita means stay in the place where the Harikatha is. Don't go anywhere else. If the Harikatha goes somewhere else, go there also. Sthane stita. Или станайся, это означает оставайся в том месте, где есть харикатха. Будь в этом месте. И если харикатха куда-то встает и уходит, то уходи вместе с харикатхой в другое место. So Brahmaji said, this is the essence of the path of bhakti. И Брахмаджи сказал, в этом заключается суть пути бхакти. All the service we do is to be blessed with the ruchi, vasudeva kata ruchi, taste in hearing. Все, что мы не делаем, призвано лишь к тому, чтобы развить этот ручи, васудева ката ручи, к этой харикатхе. So if we do so much service, but in the end we have no taste, then srama eva hi kevalam. It was whatever you do, but taste for Harikatha doesn't come, then it was a waste of time. И если, может быть, мы даже, как нам кажется, проделали огромное количество служений, но после всего этого вкуса к харикатхе не будет, то значит все это были тщетные усилия, это никакая не сейва была. So Brahmaji said, those who leave this wonderful path of bhakti, they are most foolish. И Брахмаджи говорит, те, кто оставляет этот удивительный путь бхакти, самые глупые. Shreyasritim bhakti mudasyate vivo klishyanti ye kevala bodha labde ka sammaso kleshala eva shishyate nanyadyata stula tusavagatinam. He said, if a person gives up the path of auspicious path of bhakti in order to try to get kevala dvaita, moksha, liberation, then that person is wasting their time completely. И Брахмаджи сказал, что если какой-либо человек оставляет путь чистой преданности, путь бхакти, ради того, чтобы достичь кевала адвайта или мокша, освобождения, то это полная трата времени. All they get is the exhaustion, hard work, Все, что for nothing. получает, это изнеможение от тяжкой работы. Just like a person, if you have rice paddy and you beat it, you separate the rice from the chaff. Подобно тому, как если вы берете The husk. рис и им отбиваете рисовые зерна от их шелухи, But if you take some husk and you beat it, no more rice will come out. но если там нет никаких зерен, и вы бьете только шелуху, то никакой пользы в этом нет. So all different practices, which are not the path of pure bhakti, they are like beating the husk of rice. There will be no results without bhakti. Поэтому все остальные практики, которые не имеют никакой связи, не имеют никакой связи с бхакти, не имеют никакого отношения к бхакти, подобны лишь тому, как вы берете эту шелуху рисовую и начинаете ее отбивать. Никакого плода это не принесет. Lord Brahma said, "Oh my Lord, who can understand you? Господь Брахма сказал, о мой Господь, кто способен понять тебя? Ko veti bhuman bhagavan paratma yogeshwaroti bhavatastu lokyam kvavakatam vakativaka deti vistaryam kridasi yogamayam." He said, Bhuman, you are the foundation of everything. Он сказал, Буман, ты являешься основанием Ko всего. veti, who can know you? Говейте, кто Ko способен veti познать Bhuman, тебя? Bhagavan, you are the master of all opulence. Ты являешься повелителем всего могущества. Paratma, you are the soul of all souls. Паратма, ты являешься душой всех душ. Yogeshwaroti, you are Yogeshwar, the master of the inconceivable mystic power. Йогешвароти, ты являешься повелителем всех мистических совершенств. Kvavakatam vakativaka deiti. Who can know where you will appear? Кто может узнать, откуда ты, где, когда появишься? Katamva, who can know in what way you will appear? Катамва, кто узнает, каким способом ты появишься? Kativa, who can know to what extent you will appear? Катива, кто знает, насколько ты проявишься? Kadeti, who can say when you will appear? Кто может сказать твое появление? No one can say. Никто не может. Vistari and Kridasi Yogamayam, as you spread your pastimes by the influence of your Yogamaya Shakti. Никто не может этого знать, поскольку ты распространяешь свои лилы, проявляешь их посредством своей лилы Шакти Йога Майи. It took Lord Brahma by surprise.
Who could say how that Krishna will appear as calves, as the boys? Это все чрезвычайно поразило самого Господа Брахму. Откуда ему было знать, что Кришна Brahmaji проявится? remembered Lord Varahadev. Мальчиков, пастушков, телят. One day something fell out of Lord Brahma's nose. Брахмаджи вспомнил историю. And when he looked, it was a little pig. Что-то однажды выпало из его And it began to grow and it became bigger than the whole earth. In this way, Lord Varaha appeared. So Prabhupada saying, Kovaiti Bhuvan, no one knows what you're going to do next. Only one thing is true. Atapite deva padambajam dvaya prasada leshanu grihite vahi janasya tattvam bhagavan vahim no nachanya ekopi chiran vichinvan. Oh my Lord, only those who are blessed with just a slight trace of your mercy can understand your Bhagavad Tattva. Только одно является правдой. Тот, кому хотя бы прикоснулась малая толика твоей милости, способен понять Бхагават Таттву. Without Krishna's mercy, no one can realize. Без милости Кришны никто ее познать не может. Nachanya ekopi chiran vichinvan. Even if you study the Vedas for thousands of years. Даже если вы будете изучать Веды в течение 1000 лет. So then, Lord Brahma, he was offering so many prayers, but Krishna was not looking at him. И тогда Господь Брахма, он уже предложил достаточное количество молитв, но Кришна так и не смотрел на него. Krishna was just looking here and there, as if Brahma was not even there. Вообще, вот как будто Брахмаджи там просто не сидела даже. So then Brahmaji realized, oh, in order to please him, I should glorify his associates. И Брахмаджи тогда понял, каким образом можно доставить Кришне удовольствие. Я должен прославить его спутников. Those who are very dear to him. Это очень дороги ему. So Brahmaji said, Aho Bhagyam, Nanda Gopa Parjokasam, Yanmitram Paramanandam, Purna Brahma Sanatan. How fortunate is Nanda Maharaj and all the residents of Braja. Как удачливы Нанда Махарадж, все обитатели Враджа. Because Purna Brahma Sanatanam, the eternal supreme truth, the embodiment of all Ananda, has become their friend and family member. Потому что вечная абсолютная истина, воплощение всей Ананды, всей радости, стала их членом семьи. Brahmaji said, Tad Bhuri Bhagyamiya Janma Kimapyatavyam, Yad Gokulepi Katamangri Rajobhishekam, Yad Jivitam tu Niklam Bhagavan Mukundas, Twadyapi Yatpataraja Suti Mrigameva. It would be a matter of great fortune for me if I could take any birth, even as a stone, somewhere in this Brajamanda. Брахмаджи сказал, для меня это было бы великой удачей, великим счастьем, если бы я мог получить рождение где бы то ни было в этой Враджа Мандале, хотя бы как камень. Brahmaji thought, if I could be a stone outside the house of a sweeper lady. Брахмаджи думал, я посчитал бы свою жизнь удачливой, если бы мне удалось родиться как камень в доме женщины. Then at the end of the day, when she's been sweeping the drains and her feet are dirty, before she goes in the house, you have to scrape her foot on the stone. Это женщина-уборщица, которая вычищает все канализационные проходы, все ямы, со всей грязью. Когда она приходит вечером домой, то она вытирает свои стопы об этот камень. Я мог бы быть этим камнем, если бы... Brahmaji thought, I am not elevated enough even to be that stone. Брахмаджи размышлял, я даже не достоин быть этим камнем. So how great are the Brijavasis? Сколько велики, возвышены Враджаваси. Just Jivitam tu Nikalam Bhagavan Mukundas. Because Krishna is their jivana, their life and soul. Поскольку Шри Кришна является их дживаной, их жизнью и душой. Literally. В буквальном смысле. Jivana means pran. Дживана означает прана. The senses. Чувства. Krishna is living in every sense of the Brijavasis. Кришна живет в каждом из Враджаваси. At every moment, Krishna lives in their eyes, in their ears, in their nose, in their sense of touch. Каждое мгновение Шри Кришна присутствует в их глазах, в их ушах, в их обонянии. And in what capacity does Krishna live there? И как Шри Кришна живет там? Krishna lives in each of the senses of the Brijavasi in the capacity of a servant, only thinking, what can I do to make you happy? Он присутствует во всех их чувствах только как слуга, как бы говоря, что я могу сделать такого, чтобы сделать вас счастливыми. That is why Krishna did this whole lila. To please the cows by drinking their milk directly. To please the mothers by drinking from the breast of each mother.
Именно по этой причине Шри Кришна явил всю эту лилу для того, чтобы удовлетворить желания коров, которые хотели напоить его своим молоком непосредственно, для того, чтобы исполнить желания тех матерей, которые мечтали бы о том, чтобы Кришна был их сыном. So Brahmaji was Ascharya Chakita, struck with astonishment Ачарья Сачакрита. Брамаджи был просто сражен at the напуган position of the Brijabasis. вот этим возвышенным положением He said, Браджабаси. Aisham gosa nivasinam utapavankin devaratetinas cheto vishvafalat palam tvadaparam kim apyayanmuyati Sriveshari vaputanapi sakalam tvameva devapita yat pranata srit priyatma tanayam pranashas tatkrite. Brahmaji said, I don't know what it is you give to the Brijbasis to reciprocate with them. Брамаджи говорит, я не знаю, что это за такой дар, который ты даровал Браджабасе для того, чтобы отплатить им на их любовь. Putana came to kill you, Вот она пришла для того, чтобы but убить only тебя. because she disguised herself like a Brijbasi. Then you liberated her and promised to liberate all her family members, her whole dynasty as well. Ты пообещала освободить не только ее, хотя она просто переоделась, хотя она просто одела себя как Браджабаси. You even gave yourself to her. Спасти не только ее, но спасти всех членов ее семьи. So what is left over to give to the Brijbasis, Поэтому что же тогда вообще остается, что ты мог бы даровать who Браджабасе? have dedicated their homes, their wealth, their family members, their bodies, their minds, everything to you? Которые предложили все, чем они обладают тебе, свои дома, своих членов семьи. So Brahmaji raised this question. What is left for you to give to the Brijbasis? Брамаджи задает такой вопрос Кришне, что остается для тебя такого, что ты мог бы дать By Браджабасе? this Brahmaji was expressing. Так Брамаджи выражает. Huh? Brahmaji was expressing that, oh Krishna, I think that you will remain in the debt of the Brijbasis forever. Иными словами, Брамаджи хочет сказать, о Кришна, я думаю, ты навеки останешься в долгу перед Браджабаси. So when Brahmaji said this verse, he was wrinkling his nose like this and moving his eyebrows. Проговорил этот стих, то он начал так морщить своим носом и двигать своими бровями. As if to say, Krishna, what will you give to them? Как он говорил, Кришна, что ты им дашь? That means there's nothing you can give to them. You are in the debt of the Brijbasis forever. Это означает, что ничего ты им дать не можешь, ты навеки в долгу перед Браджабаси. So when Brahmaji offered these wonderful prayers, И когда Брамаджи предложил эти удивительные Krishna молитвы, was still looking here and there and not Кришна все talking еще to him. смотрел по сторонам, But telepathically, но телепатически Krishna spoke to him in his Кришна mind. так ему позвал импульсы мыслей. He said, Oh Brahma, Он сказал, о, Брахма, how many great learned scholars are there like you who can define and explain myself? сколько умных личностей, которые могут, подобных тебе, которые могут описать мою природу. Brahmaji became embarrassed. Брамаджи смутился. He said, Jananta eva janantu kimpa chame name prabhu manaso vapaso vacho vaibhavam tava gochara. There are persons who say that they know you, Krishna, but as far as I am concerned, I will remain silent. Есть множество личностей Кришны, которые говорят, что они знают тебя, но что касается меня, то я лучше промолчу. Because your associate, your dham, everything is completely beyond the capabilities of my body, mind and words. Потому что ты, твои спутники, твоя дама полностью не подвластны моему языку к описанию. So then Krishna telepathically, still he was ignoring Brahma. И все еще Кришна игнорировал Didn't even look at Брахму. him. Телепатически он так ему So Krishna said in the heart of Brahma, Jane Brahma Hridaya Adi. Брахма. Inspired him. Брахма Ади. Krishna said, Шри Кришна сказал в сердце Oh, Брахма. it's true that I am beyond the range of your body, mind and words. Это правда, что я недоступен для постижения твоему телу, уму, словам. And you, Brahma, you are also beyond the range of my body, mind И and ты, Брахма, ты для меня тоже непонятная личность, мне тоже не удается постичь твою природу. When Brahmaji heard this, he became thoroughly ashamed. He thought,
okay, it's time to go. I should just go before Krishna makes more of a fool of me. Когда Кришна проговорил эти слова, то Брамаджи почувствовался полностью втоптанным в землю и подумал, все, вот сейчас мне лучше вообще уйти, пока меня совсем тут не раздавили. I'm not qualified to be in Vrindavan. Я не квалифицирован находиться во Вриндаване. I stuck my nose into here and I made a big offense. I should just... Если на твой нос только попробовал сунуть, но нет большое оскорбление, лучше мне отправиться куда-то подальше. So before leaving, Brahmaji paid his obeisances. И когда он собрался уходить, он предложил свои пранамы Кришне. He said, И сказал: Sri Krishna Vrishnikula Sri Krishna Vrishnikula Pushkara Joshadai Kshmani Jara Dvijava Sudari Bredikarin Uddama Savara Haro Chiti Rakshasadrug Akalpaman Ahan Bhagavan Namaste. I bow down to Bhagavan. Я склоняюсь перед Бхагаваном. He's ending with what? Sri Krishna Vrishnikula. This is Nam Sankirtan. Какими словами он заканчивает Шри Кришна, Вришникула, это And нам Санкиртан. also in the Vedic context, when you present something, you have to have Upakram and Upasangha. Remember? Также, когда какое-либо ведическое произведение пишется, то всегда должно присутствовать введение и окончание, имеющее одну и ту же мысль. So the conclusion of Brahma Stuti is the glories of Nam Sankirtan. И поэтому заключение Брахма Стути — это слава нам Санкиртан. Ado Vante Tamadeta Harisa Vatagiyate. In all Vedas, Puranas, Upanishads, in the beginning, the middle and the end, one thing is glorified. Nam Sankirtan. Во всех ведах, Пуранах, Упанишадах, в начале, в конце, в середине прославляется только одно — Нам Санкиртан. And also, because he began with the Rup Kirtan, describing the beauty of Krishna's form, he also did Rup Kirtan, И также describing Krishna's form, because Upakram, Upasangha, there has to be the commonality in the beginning and the closing of the presentation. И также Брамаджа, он начал с прославления Рупы Киртана Кришна, с прославления его облика, и также он им и заканчивает, потому что в конце и в начале любой презентации должен присутствовать Упакрам и Упасанга, означает общие поинты. This prayer is very deep and very moving. Таким образом, эти Брахма-стути, эти молитвы, они очень глубокие, очень трогательные. See Krishna Vrishnikula Pushkara Joshadain. You give life to the lotus of the Vrishni dynasty. Брамаджи сказал: ты даешь жизнь лотосу династии Вришни. That is his family. Это его семья. So, who gives life to the lotus? The sun. Кто дает жизнь лотосу солнца? He said, Shma Nirjara Dvija Vasudari Briddikarin. And you expand the prosperity of the ocean, of the earth, the cows, the brahmanas, and the birds of Braja. И он сказал, Брамаджи сказал: ты увеличиваешь благосостояние океанов, земли, коров, богатств, всего возможного. So what is it that causes the ocean to swell? А что заставляет океан переливаться? The moon. Луна. So here is comparing Krishna to sun and moon. Здесь он сравнивает Кришну с луной и солнцем. Uddharma savara haro. You take away the darkness of adharma. Дхарма савара харо. Ты забираешь тьму адарма. Chiti rakshasa druk. And you become druk, the opponent of the demons, the rakshasas who take birth on the earth. Читиракшаса друг, и ты становишься врагом. Друг означает враг, те, кто против твоей династии. Akalpam, until the end of this kalpa, until the end of my life. Акалпам, до конца этой калпы, иными словами, до конца моих дней. Arkam, until the sun no longer shines. Аркам, до той поры, пока солнце не Ahan приподнится. Bhagavan Namaste. I simply pay my obeisances to you. Ахам Бхагаван Намасте, я просто предлагаю свои пранамы тебе. So the inner meaning is very beautiful. Внутреннее значение очень красивое. The sun and the moon are considered to be the two eyes of God in the Vishwarup, the universal form. Солнце и Луна являются во вселенской форме Господа его глазами. So by glorifying the sun and the moon, Krishna's two eyes, Brahmaji is begging, oh my Lord, please, just glance at me once. И прославляя Солнце и Луну, иными словами прославляя два глаза Шри Кришны, его Вишварупы вселенской формы,
иными косвенным образом Брамаджи умоляет Кришну, пожалуйста, взгляни на меня хотя бы разок. Because if a servant is praised by the master, Потому что если господин or if a восхваляет servant is chastised by the master, или если господин ругает слугу, the servant remains happy. все равно слуга счастлив. But if the master is indifferent to the servant, then the servant cannot tolerate. А вот если господин с безразличием относится, с пренебрежением к слуге, то он этого терпеть не может. So Krishna plays with his devotees and he chastises the demons. But at least the demons, they get his attention. But Brahmaji thinks, I am worse than the demons, he is not even looking at me. И что делает Кришна? Кришна восхваляет своих преданных и уничижает своих, разбивает на голову демонов. А Брамаджи он вообще игнорирует. Брамаджи так молится, ну что, я вообще хуже демонов, что ли? Ты на меня вообще даже не посмотришь. So with great humility he's praying. By Vyanjan Vritti he is expressing, I am even worse than the demons because at least you look at them. И посредством Вьянджан Рити Брамаджи и подразумеваемый смысл такой, что Брамаджи как бы говорит, ну неужели я хуже демонов, раз ты хотя бы демонов ругаешь, сокрушаешь, а на меня ты вообще не смотришь даже. I am like a Brahma Rakshasa from Satyalok. Я как Брахма Ракшаса. С одной стороны Брахма, а с другой стороны Ракшаса. Because what did I do? I tried to take you away from your associates. Я тебя постарался разлучить с твоими преданными. So kindly look upon me just once. Поэтому милостью взгляни на меня хотя бы разок. Akalpam. Akalpam means I bow down to you until the end of the kalpa. Акалпам, это означает, я склоняюсь перед тобой до конца калпы. By this Brahmaji is saying, I am most unfortunate. Так Брамаджи говорит, я самый неудачливый. Why? Почему? Because any of you devotees, you can do sadhana, and then at the end of your life you can go to Goloka Vrindavan. Потому что любой из вас преданных может совершать садхану в течение своей жизни, и по ее окончанию можете отправиться на Галока Вриндаван. After 50 years or next life or the life after that, 100 years, 200 years. Или через жизнь, там, 200 лет может. But Brahmaji lives for 311 trillion years, so he cannot go to Golok for millions and millions, and he will be the last one, last possibility. А Брамаджи живет 311 тысяч миллионов лет. Если для нас это все быстро, то для него это долгий срок. So when Brahmaji said, I bow down to you until the end of the universe, then he means, oh, I am the most unfortunate person in the universe. И когда Брамаджи говорит, я склоняюсь перед тобой до окончания Вселенной, срока существования Вселенной, то иными словами он говорит, я самый неудачный. Kalpam arkam. Arkam means I bow down to you as long as the arka, the sun shines. А калпам аркам, аркам означает, я склоняюсь перед тобой до той поры, пока солнце сияет. Or another meaning, arka is the name of one small shrub, plant that grows in Braja. Арка это означает такое маленькое растение, которое растет здесь во Брадже. So you know, the kadamba trees have beautiful flowers, the mango trees have beautiful fruits, all the plants of Braja, they have beautiful fruits, flowers and fragrance, except for one, the arka plant has nothing. И вы знаете, что у дерева кадамба у него прекрасные цветы. Вы знаете, что у манго замечательные плоды. У каждого растения, у каждого дерева в Брадже есть либо красивые цветы, наделенные прекрасным ароматом, либо какие-то очень вкусные плоды, которые доставляют удовольствие Кришне. Но есть одно растение, оно не наделено вообще никакими качествами. Это растение арка. So many plants, the Chuta, Priyala, Panasasana, Kovidara, Jamvarka, Bilva, Baklamra, Kadamba, Nipa. These are all the different plants of Braja. And the most useless and the humble plant is the arka plant. Но самое смиренное, самое ничтожное, ни на что не способное растение – это арка. So Brahmaji is saying, not only do I bow down to you, Брамаджи говорит, не только я перед тобой склоняюсь, but I bow down to all the residents of Braja, я склоняюсь перед всеми жителями to all the Браджи, trees and creepers in Braja, перед всеми растениями, цветами, even деревьями to Браджи. the end of the universe. I bow down to the humble arka plant of Braja. И даже до конца Вселенной я склоняюсь даже перед этим ничтожным растением арка, которое растет во Брадже. Just like how Raghunath Das Goswami has prayed, Yatkin Chittin Kulma Kikati Mukam Goste Samastam Itat Sarvanandamayam Mukunda Dayatam Lilanukulam Param. I am bowing down to every blade of grass and every mosquito, every insect in Brajamandal, because you are all full of joy and give pleasure in the service of
Radha and Krishna. И подобно тому, как наш Шрила Рагунатас Госвами, он молится о том, что я склоняюсь перед каждым стебельком травы, находящимся во Браджи. Почему? Потому что все они исполнены радости. Эти стебельки травы совершают замечательное служение Шри Радхи и Кришне. Akalpam can mean to the end of the kalpa, or it can mean, the word akalpa also means ornaments. Акалпам может означать либо до конца существования Вселенной, либо также может означать украшение. So in humility, Lord Brahma said, until as long as the material universes exist, I will bow down to your ornaments like the gunja berries you wear in your ears. И в своем смирении Господь Брахма говорит, что я до конца существования Вселенной буду склоняться не только перед тобой, но даже перед теми украшениями, которые надеты на тебя, например, перед сережками, сделанными из ягодок гунджи. So still Krishna did not look at him. Все еще Кришна на него не смотрел. And Brahma was devastated. Брамаджи был полностью разрушен. He gave his pranams and got onto the back of his swan camel Он предложил свои пранамы и взобрался на спину своего лебедя and began to fly и away. начал улетать. And as he was flying away, По мере того, как он улетал, he saw, oh, so many little boys came running there, он увидел, как много маленьких мальчиков бежат, telling, Chauma, Chauma! говорят, Чома, Krishna, what was that? Кришна, What was he saying? Blah, blah, blah. And then Krishna was looking and laughing. Then Brahmaji could compare himself. What is the position of these friends of Krishna and where am I? Брамаджи, он тогда почувствовал, кто я и кто эти жители Вриндавана. So such beautiful pastimes, they took place right here. Эти удивительные лилы, они случились прямо здесь, в этом месте. This lila is so rahasyamoy, full of mysteries. Эта лила, она настолько рахасима и настолько преисполнена Brahmaji секретами. said, Vistaranam kridasi yogamayam. Who can understand what you will do, where, when, how? As you are performing pastimes by expanding yogamaya. Вистарана Кридаси йога моя, сказал Господь Брахмаджи. Он сказал, что кто может понять, в какое время, каким образом, с каким намерением ты будешь совершать свои игры. In this lila, everyone was bewildered by yogamaya. В этой лиле все были сбиты с толку йога майя. Brahma was bewildered. Брахма, The boys were bewildered. мальчики были сбиты с толку. Even Krishna was bewildered. Даже сам Кришна. Everyone. There was no one who wasn't bewildered in this lila, Не было кого-то не задействовано. except for yogamaya. Кроме йога майя, она только Yeah? вся правила. Why? Почему? Because Brahmaji, these coward boys are a million times superior to Brahma. How can he steal them? Эти мальчики-пастушки, они в миллион раз выше Господа Брахма. Как он их вообще только пальцем может тронуть, чтобы украсть? So Brahma did not actually steal the boys. He took the illusory forms of the boys and put them in a cave. Брамаджа на самом деле не мальчиков-пастушков украл, а украл их теневые формы и посадил их в пещеру. So when Krishna was looking for his friends, Когда Кришна искал if своих Brahma друзей, didn't steal them, why couldn't Krishna find them? если Брахма их не украл, то почему тогда Кришна найти их не мог? Because Krishna was also covered by Yogamaya. Кришна тоже покрыл ее. Yogamaya hid the friends on the bank of the Jamuna. Она скрыла друзей его мальчиков-пастушков на берегу Ямуны. And they were sitting there without eating, waiting for Krishna to come back. I said, just wait, I'll come back in a minute. И они там сидели, ничего не кушали, просто дожидались Кришну, потому что он сказал, подождите какое-то время. Я They сейчас sat there for a whole year. Они год там просидели. But when Krishna came back and they met him, they felt it was only just a minute. Но когда Кришна пришел, и они встретились с ним, то им показалось, что прошла лишь минута. So there were 3 sets of cowherd boys. Поэтому было 3 партии мальчиков. The original cowherd boys were sitting on the bank of Jamuna waiting for Krishna. The illusory ones were in the cave of Lord Brahma. And the 3rd set was Krishna himself. He was going backwards and forwards to the home and to the fields every day. With them. Которые были украдены, чая формы, которые были украдены Господом Брахмой, засажены в пещеры. И 3, это был сам Кришна, который распространил себя во множество форм пастушков и телят, и каждое утро просыпался, отводил их на пастбище, приводил домой. So Vistari and Kridasi Yogamaya. Who can understand what Krishna will do next? Even Krishna does not understand what will happen next. Поэтому Вистарана Кридаси йога моя, кто может понять, что произойдет в следующую минуту? Даже сам Кришна познать этого не может. Chaturmukha Brahmaji ki jai, Chauma ki jai, Brahma Vimohana Leela ki jai, Hare Vrindava Vihari Lala ki jai, Hare Sariwali ki jai, Jai Sri Radhe. So now with Kirtan we'll return to our bus, and from here we're going